Это репетиция развода конных казачьих караулов. В Ростове-на-Дону на время чемпионата мира по футболу роль парадного войска исполнят именно казаки. Донское войско в дни проведения матчей чемпионата примет участие в патрулировании улиц. Около 300 казаков, пеших и конных будут, как они говорят, вместе с полицией обеспечивать порядок. То есть полиция будет пресекать какие-то правонарушения, мы же будем смотреть и помогать им всячески. Например, замечания можете сделать? Да, замечания, да. Замечания попросить, чтобы вели себя культурно, там, вот такие вот. А штрафовать или что-либо делать может только полиция, мы на это не имеем никакого права. Ростовские казаки признаются, будут безоружны, даже нагайки оставят дома. Впрочем, применять физическое воздействие в одном случае казаки смогут. Только будет все зависеть от полиции. Если полиция будет разнимать, то и мы можем оказать содействие. Впрочем, применять силу для казаков и тех, кто хочет ими казаться, в последние годы дело обычное. На акции «Он нам не царь» 5 мая в Москве казаки нагайками избивали людей на Пушкинской площади. На чемпионате мира яблоком раздора могут стать уже не демократические, а европейские ценности, которые слишком сильно расходятся с казачьим укладом жизни. А если два мужчины будут целоваться на чемпионате мира? Мы подскажем полиции обратить на них внимание, дальше это уже дело полиции. Для нас ценности – это вера православная, служение Отечеству и семья прежде всего. Слишком много казакам пришлось пережить для того, чтобы вот именно этой ценностью разбрасываться каким-то образом. Отмечались казаки на международной спортивной арене и в прошлом. В Олимпийском Сочи они били нагайками девушек из Pussy Riot. По мнению участницы группы Марии Алехиной, ситуация за 4 года особо не изменилась. Разумеется, речь не идет ни о каком поддержании порядка. Речь идет о, во-первых, запугивании людей. Как человек, который непосредственно с этими людьми сталкивался, я, наверное, могу добавить то, что никакого страха перед этими людьми испытывать не нужно. Чем закончится казачий эксперимент на чемпионате мира, сказать трудно. Впрочем, сами донские казаки обещают, будут максимально терпимы и к представителям ЛГБТ-сообщества, и к многочисленным туристам. В Ростов на чемпионат мира приедут болельщики из Бразилии, Уругвая, Кореи, Мексики, Исландии и Саудовской Аравии. Антон Захаров и Александра Филиппова для «Настоящего времени».